Здравствуйте! В эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. И вначале коротко о главных темах выпуска. Проще значит лучше? Бывают перебои с некоторыми лекарствами. Раньше мы ждали, когда поставщик к нам пришлет эту маркировку. Сейчас такого нет. Как сейчас продают лекарства после упрощения процедуры их маркировки, узнал Рамиль Шайдуллин. Сильная помощь. Сказали, что могу в силу того, что переболел, принести пользу. Как доноры плазмы помогают пациентам с коронавирусом, расскажет Рамиль Галиуллин. Трехразовое питание и поход в кино. Тут дают вкусную еду, мы ходим на улицу гулять. Как министр образования проверил качество питания в школьных лагерях, увидела Юлия Гоголева. Коррупционные схемы в имущественных и земельных отношениях. Принимая решение о предоставлении земельного участка своей фирме, своей супруге. О громких делах и их последствиях расскажет Салават Мухаммадуллин. Тема дефицита лекарств в стране остается по-прежнему одной из самых острых. Ажиотажный спрос провоцировал, естественно, коронавирус и не совсем вовремя введенная система маркировки препаратов. Накануне Рустам Минниханов поручил организовать в короткий срок электронный хаб, чтобы обеспечить медикаментами лечебные учреждения и жителей республики. В системе маркировки тоже произошли изменения. Она была упрощена по решению Михаила Мишустина. Теперь от склада до потребителя медикаменты доходят быстрее, не дожидаясь ответа специальной системы. Рамиль Шайдуллин сегодня проверил, заработала ли упрощенка и появились ли лекарства в аптеках. Находим на упаковочке его и его сканируем. Только после этого он встает в наш чек на продажу. Аптекарь Светлана Логинова показывает, как работает система маркировки лекарств. Это сканер и специальный QR-код. Одним движением проверяют лекарства, и можно быть уверенным, у покупателя не контрафакт. Только после введения этого новшества с 1 июля покупатели столкнулись с проблемой. Многие лекарства перестали поступать на прилавки республики. Например, пропали ходовые Орбидол, Грипферон, Сумамед, Клексан и другие. Накануне систему упростили на федеральном уровне. Товар поступает, маркируется, маркировка отправляется поставщику, и сразу же товар идет в оборот. И раньше мы ждали, когда поставщик к нам пришлет эту маркировку, утвердит статус оборот. Сейчас такого нет. Мы решили проверить, как в целом упрощенка заработала в аптеках Татарстана. Как оказалось, какие-то аптеки уже получили товар, которого еще в начале недели не было. Другие же продолжают ждать. Мы позвонили в несколько аптечных справочных. Аптека «Здоровье», здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, у вас Орбидол есть? Нет, еще нет. Нет и не будет, да? Пока нет. А Клексан, Зитралит? Клексана давно нет. Нужен Орбидол? Орбидола нет, к сожалению. Нигде в Казани, да? В нашей сети нету. А Сумамед есть? Тоже нет. А это уже Альметьевск. Несколько сотен километров от Казани, и здесь сложно с необходимыми препаратами. Сейчас у нас только есть ингаверин, и замена Клексана есть иноксипарин. Ингаверин есть, Орбидол сегодня раскупили последнее. Орбидол и ингаверин как? Ну вы же знаете, что его на фирмах нету. Не найти нужных лекарств и в Челнах. Я сегодня охочусь за Арпефлю и Афлюдол. И ни в одной аптеке нет. Тут весь 7-й и 11-й комплекс прошла. Вот Октябрьская зашла. Здесь вот уже 3-ю аптеку обхожу. Нигде ничего нет. Как оказалось, упрощенка пока не особо изменила ситуацию с дефицитом лекарств. Смягчить ажиотажный спрос может инициатива Рустама Минниханова. 27 ноября в Казани должна заработать новая электронная площадка по продаже препаратов. Еще одна мера, которая поможет медикаментам быстрее доходить до потребителей, это новый хаб, который вскоре появится в Казани. Он будет базироваться в этом здании. Ожидается, что именно сюда будут доходить все лекарства, и отсюда по городу они будут доставляться за час, а по республике за сутки. Хаб станет первым в сети из 10 таких распределительных центров. Лекарства отсюда будут доставлять как больницы, так и жителям. За 2 года сеть расширят, открыв центры в Челнах, Альметьевске, Бугульме и Нижнекамске. Это поможет избежать нехватки лекарств во всей республике. Но по прогнозам специалистов, ситуация должна выровняться уже через неделю. Рамиль Шайдуллин, Владимир Ларионов, Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск, Челны, Казань.
По поручению президента Рустама Минниханова сегодня Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом провел встречу с руководителями государственных и частных аптек. Цель – решить вопрос повышенного спроса на некоторые лекарства, чтобы обеспечить препаратами тех, кто в них на самом деле нуждается. Лейла Фазлеева отметила, Росздравнадзор, антимонопольная служба и Минпромторг держат ситуацию на постоянном контроле. В республике есть запас необходимых средств, а повышенный спрос на ряд препаратов связан с пиком сезонных заболеваний. Татарстанцев призывают не закупаться таблетками впрок, тем самым создавая ненужный ажиотаж. Врачи рекомендуют не пить таблетки без назначения врача и не заниматься самолечением. На сегодняшний день фиксируем определенный вброс через социальные сети, менеджеры различных роликов о пользе домашнего лечения народными средствами. Как вы знаете, в свое время особо популярно это было и имбирь, и лимон. На сегодняшний день ролики тиражируются о том, что можно сделать настойку из хрена, которая помогает, в общем-то, при пневмонии. Категорически призываем не заниматься самолечением. Как сегодня сообщили в Казанском Кремле, по всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по телефону горячей линии 8 800 222 59 00. Она работает ежедневно с половины 8 утра и до 8 вечера. В России планируют создать амбулаторные ковид-центры. Под них переделают многопрофильные поликлиники. Делается это для того, чтобы принимать пациентов при начальной стадии болезни и назначать необходимое амбулаторное или стационарное лечение. Об этом стало известно на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья. Как подчеркнули, схема бесплатной выдачи лекарств в регионах заработает уже на следующей неделе. Напомним, федеральный центр выделил на эти цели 5 миллиардов рублей из расчета в среднем 7800 рублей на одного пациента. Говорили и о важности оснащения ПЦР-лабораторий, чтобы результаты анализов были готовы в течение 48 часов, чтобы быстрее можно было выписать рецепт на бесплатное лекарство. Сегодня уже есть тесты, которые предоставляют за 4 часа, но это, конечно же, очень дорого. И не у всех есть возможность за собственные деньги пройти эти тесты. Поэтому чрезвычайно важно найти возможность еще больше тестировать. В любом случае, это эффективный механизм снижения инфицирования и заболеваемости. Тем временем сегодня в Татарстане подтверждены еще 2 случая смерти от ковид. Это мужчины 60 и 67 лет. Их состояние ухудшилось на фоне обострения хронических заболеваний. В республике сегодня зафиксировано 53 новых случая коронавируса. Это рекордная цифра за последние 2 недели. Почти все контактные. В основном это жители Казани, Челнов, Зеленодольского района. Отметим, что в целом по стране продолжается ежедневный прирост больных коронавирусом. Как сообщает оперативный штаб России, за сутки инфицировано 19 404 человека. Среди регионов в лидерах по-прежнему Москва — 5255 пациентов. В Санкт-Петербурге — 1093, в Нижегородской области — 422, в Самарской области — 189 заразившихся, в Башкортостане — 96, в Чувашии — 63. Поддержку граждан в период пандемии обсудил сегодня Рустам Минниханов с председателем Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Среди приоритетных задач – оказание социальной поддержки безработным, а также незащищенным категориям населения. Встреча прошла в Доме правительства республики. Когда один может спасти 3. Сегодня в Республиканском центре крови те, кто переболел ковид, сдали плазму с антителами. Ее используют для переливания тяжело больным пациентам. И такой метод лечения уже дал хорошие результаты. О них рассказали те, кто сегодня сдал плазму. С ними встретился Рамиль Галиуллин. Надеемся, что впрок поможет, так скажем, людям, которые оказались в такой неприятной ситуации. Утро министра спорта сегодня началось не с кофе, а со сдачи плазмы для тех, чья жизнь и здоровье находятся в опасности. О коварстве коронавируса Владимир Леонов знает не понаслышке. Переболел еще весной. Я, наверное, один из первых был в рядах. Да, значит, тогда было немножко другое отношение к этому. Сказали, что вот могу в силу того, что переболел, принести пользу. Вот. Считал, что совершенно без какой-то патетики это такой, некий долг. На соседней койке депутат Айрат Фарахов вылечился от ковид всего 2 недели назад. Для восстановления ему самому была перелита плазма. Поэтому после закрытия больничного первым делом подумал о том, как помочь другим. Я лично убедился в том, что это очень эффективно. По крайней мере, на следующий день после переливания плазмы, когда был контроль моих анализов, я увидел очень высокий титр антител, выросший. И это свидетельствовало о том, что организм совершенно по-другому борется с этой инфекцией.
Весь процесс сдачи плазмы проходит под контролем специалистов. Это занимает примерно 40 минут. За раз донор жертвует около 600 мл биоматериала. Это драгоценная жидкость, плазма человека, переболевшего коронавирусом. Здесь антитела. Обычно одного такого контейнера хватает, чтобы помочь 3 пациентам с диагнозом ковид. Стать донором плазмы с антителами могут жители от 18 до 55 лет. При этом иметь выписку из стационара или справку из поликлиники о перенесенной болезни. Кроме того, человек должен 2 раза сдать отрицательный тест на ковид, а после выздоровления должно пройти не менее 2 недель. Если к нам приходит это переболевший человек, мы берем все анализы и отправляем одну пробирку в университет Поволжский для определения титра. Если у этого человека хороший титр, мы говорим: да, вы подходите, пожалуйста, ваша кровь нужна. Сегодня в республике заготовлено 246 доз антиковидной плазмы. Доноров в центре крови ждут каждый день. Рамиль Галиулин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. На фоне пандемии продажи недвижимости в пригороде Казани взлетели в 2 раза. Что будет с рынком дальше, читайте в интернет-газете «Реальное время». Мы переходим к другим темам. Незаконная смена категорий земель, конфликт интересов и умышленная задолженность. О коррупционных проявлениях и их профилактике сегодня рассказали в Минземимуществе. Только в этом году долги перед городами и районами за муниципальное имущество и земли выросли почти на 250 миллиарда рублей. В чем дело и почему земельные дела часто с уголовным уклоном, разбирался Салават Мухаммадуллин. Поселок Алтан. Вместо зеленой зоны новые жилые дома и полный овраг мусора. Муниципальная земля пока по неустановленной схеме перешла в частную собственность. Возбуждено уголовное дело. Его расследует Следственный комитет. Еще один пример. В одном из сельских поселений Бугульминского района при проведении торгов на участке объявления печатали не то что мелким шрифтом, а только в одном экземпляре газеты. В итоге 1 победитель и 1 участник. Вот одно из самых громких земельных уголовных дел. Ущерб 38 миллионов рублей. На такую сумму, по мнению следователей, в Казани преступная группа из числа должностных лиц БТИ присвоила земельные участки под строительство жилья. С этого года из-за изменений законодательства коррупционные риски в этой области ниже. Упрощенный порядок перевода земель, он уже прошел, как вы знаете. Поэтому перевести земельный участок возможно, если только это включено в документы территориального планирования, правила земельного пользования застройки, поэтому это прерогатива самого муниципального образования, но теперь есть условия к инвесторам, просто так земельные участки переводиться не могут, должна быть комплексная застройка. В 2019 году в коррупционных преступлениях при отчуждении земель уличились 7 руководителей сельских поселений. В некоторых случаях под ИЖС уходят 1000 гектаров сельхозземель. Традиционно распоряжение муниципальным имуществом входит в топ-5 коррупционных сфер. Только в этом году по операциям с земельными участками выявлено 68 преступлений коррупционной направленности. И это не все. Продолжается работа по пресечению фактов незаконного отчуждения земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, совершенных руководителями различных структур. Пока бюджет республики в дефиците, города и районы продолжают копить долги за имущество и земли. Так, в этом году по этим пунктам задолженность перед муниципальными образованиями выросла на 236 миллионов рублей, достигла 629 миллионов. По мнению руководства Минземимущества, такой рост случился из-за инвентаризации договоров аренды. После проверок выяснилось, что города и районы занижали задолженность перед собой. Интересно, кому это выгодно? Мы проводим постоянно и полугодовые коллегии, итоговые коллегии, и в кабинете министра проходит совещание по задолженности, чтобы плохо там не выглядеть, видимо, эти цифры занижены. Мы только в этом видим. Но по информации самого муниципального образования у них все-таки был какой-то сбой в программе. Еще один пример, когда на местах что-то не договаривают. Выговор руководителю исполкома Новошишминского района. В прошлом году он скрыл, что победителем торгов на землю стала фирма его жены. Это уже конфликт интересов. В 2020 году при аналогичном рассмотрении обращения данное лицо уведомление соответствующее представителю нанимателя направило. И в ходе рассмотрения было выявлено о том, что в 2019 году он не уведомлял. Так подтверждается эффективность профилактики коррупции. Самые большие коррупционные риски присутствуют в сделках с землей в крупных городах и в пригородах Казань и Челны. Салават Мухаммадуллин, Даниил Филатов, ТНВ, Казань.
177 жалоб на школьное питание поступило в Министерство образования Татарстана с начала учебного года. Чаще всего родители недовольны качеством и рационом. По каждому случаю Минобр провел проверку. Сегодня министр Ильсур Хадиуллин лично побывал в 102-й Казанской гимназии. Сейчас здесь работает пришкольный лагерь. Довольны ли ученики начальных классов рационом? Подробности у Юлии Гоголевой. Как дела у вас, ребята? Хорошо. Антиковидные меры в школьных лагерях те же, что и во время учебы. Измерение температуры, проветривание, дезинфекция рук и, конечно, зарядка. Раз, два, три, четыре. Министру рассказывают вместо уроков любимые игры, мастер-классы и походы в кино. Ходим на улицу гулять, играем в классе, рисуем. В этой школе стоимость путевки на 5 дней 650 рублей. Приглашенные артисты в школу допускаются, но только при наличии справки. Прежде чем приглашать, мы проверяли все, что есть разрешение Роспотребнадзора, что на ковид-анализы сданы, что они не положительно, отрицательные. Питание в лагере трехразовое: завтрак, обед и полдник. И все практически за счет бюджета. Родительских денег в счете за питание всего 10%. Чтобы зайти на кухню, а в этой столовой повара готовят сами, министр образования одевает халат и шапочку. Пробовать сосиски с макаронами не стал, но подробно выслушал и расспросил, что еще нужно сделать, чтобы детям было вкусно, а родители не жаловались. На каждую жалобу приходит еще одна проверка следом же, и они ее опровергают, как говорится. Я могу даже вот показать вам журнал, отзывы от родителей. Приходит очень часто народный контроль. С начала года в Министерство образования республики поступило 177 жалоб на школьное питание. И чаще всего родителей не устраивало качество и рацион питания, размер порции или что пища недостаточно подогрета. Больше всего жалоб в Казани и Нижнекамске. Были вопросы также по школам в Набережных Челнах, Кукмаре и Ютазах. Вот в Нижнекамске ученики демонстрируют, насколько остыла каша. Смотрите, вот каша. Постучи по ней. А это уже Альметьевск. Здесь дети неделю не получали горячее питание из-за отсутствия поваров. Не хватает поваров, потому что зарплата очень маленькая. По каждому случаю разобрались и вопрос держат на контроле. Вопросы были связаны с нехваткой кадров, кадрами укомплектованы столовые. Потом вопросы были с продуктами, поставляются. Но мы решаем, тем более начальный класс, их 209 тысяч детей, их надо кормить. Значит, с утра практически до вечера школа большие, двухсменная школа. Качество обедов и завтраков в школьных лагерях, по словам Ильсура Хадиуллина, должно быть таким же высоким, что и во время учебы. За этим будут следить. Всего же в республике на время осенних каникул открылись 690 школьных лагерей. Горячим питанием в них обеспечены 40 тысяч детей. Юлия Гоголева, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. При строительстве трассы М-12 в Лаишевском районе сохранят дороги, которые проходят через базы отдыха. Об этом рассказали сегодня на очередной встрече рабочей группы по вопросам строительства трассы М-12. В ее состав входят представители министерств и ведомств, а также жители населенных пунктов, около которых может быть построена трасса. Сегодня рассмотрели вариант прохождения автомагистрали, который предполагает строительство моста через Волгу возле деревни Гребени. Обсудили рабочие моменты проекта с местными жителями. Были рассмотрены технические вопросы, максимально направлены на решение проблем, поднимаемых населением. По мнению главы Минтранса, с жителями выстроен конструктивный диалог. Когда вот эти наши базы отдыха организовывались, сложились традиционные дороги внутри лесного фонда. И вот проектировщики в очередной раз пошли нам навстречу. Все эти дороги между базами, которые потом будут слева и справа от нашей трассы, будут между собой также соединены. То есть в теле дамбы дороги останутся проезды, проходы для пешеходов и для машин. То есть все дороги будут сохранены. Госстройнадзор сегодня проверил систему безопасности одного из крупных торговых центров Нижнекамска. Отметим, он второй по величине и количеству посетителей в Татарстане. Проходимость торгового центра около 20 тысяч человек в день. Для их эвакуации предусмотрено 7 запасных выходов. Только за работу системы пожарной безопасности магазина отвечает более 2000 устройств. Сейчас объект находится на этапе сдачи. В следующий раз на пожарную безопасность его проверят уже после окончания работ. Были проверены эта система оповещения, сигнализация, система дымоудаления и система пожаротушения. Все эти системы работают по своему алгоритму. Испытания прошли успешно и соответствуют требованиям проектной документации. Нарушений нет.
В полилингвальном комплексе Адемнар-Алабуга работает лучший педагогический коллектив Елабужского района. Итоги первой четверти сегодня оценили на выездном заседании Министерства образования Татарстана. За 2 месяца в образовательном центре проведена колоссальная работа. Какие прогрессивные идеи уже взяли на вооружение школы Татарстана, узнала Наталья Мезина. Наш Инстаграм, где можно наблюдать за жизнью детей, педагогов. Жизнь образовательные новинки Елабуги, да и всего Татарстана, как на ладони. Каждый день в соцсетях рассказывают о новых проектах и первых победах. За 2 месяца в полилингвальном комплексе Адемнар-Алабуга сделано немало. Итоги первой четверти сегодня приехал оценить выездной совет Миномра республики. На английском, а еще на татарском и русском. Вот так параллельно на 3 языках здесь учатся 1227 детей. Готовятся уже с детского сада. Такая концепция может применяться при строительстве парковок, шлагбаума типа. А это еще одно ноу-хау – роботы. Технику разработали ученики старших классов на уроках информатики. В период пандемии школьники разработали для врачей местной больницы технологичные маски. Наши дети производят маски и защитные экраны для больницы, для нашей районной. Сейчас мы как раз договариваемся о количестве поставок. Сегодня мы уже почувствовали, что это не просто общеобразовательная школа, что это школа именно с полилингвальными задачами. О заметных переменах говорят уже за круглым столом с педколлективом школы. Елабужский комплекс Адемнар – один из 2 в Татарстане. Открыли его по инициативе государственного советника Минтимира Шаймиева и при поддержке президента Татарстана. Всего за 2 учебных месяца здесь сформировали пошаговую дорожную карту работы. За каждым молодым специалистом здесь стоят наставники, лучшие учителя района. Методику распространят и в школах Татарстана. Здесь уже работал педагогический десант из набережных Челнов. Это были лучшие руководители школ. Анализировали, насколько действительно педагогический коллектив сегодня вошел в ту концепцию, которую необходимо претворять в жизнь. Быть одной многонациональной командой учат и детей. В свободное время ребята ведут местный телеканал. Это еще один импульс для творчества в полилингвальном направлении. Как сегодня отметили, комплекс Адемнар должен стать кузницей олимпиадников. Сюда уже спешат попасть тысячи будущих первоклашек. Новые полилингвальные центры в скором времени обещают открыть в Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Наталья Мезина, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Елабуга. К другим темам. В РКБ сейчас вне очереди можно сделать операцию по эндопротезированию. Это замена коленного или тазобедренного сустава на искусственный. В год в республиканской больнице делают по 450 таких операций. Но из-за пандемии весной лист ожидания заморозили. Однако оперировать нужно вовремя, иначе не избежать серьезных последствий, говорят врачи. А те, кто уже избавился от своего недуга и как быстрее получить такую помощь, расскажет Вероника Гайнудинова. Делаешь вот так вперед, маленько. Уже через 2 дня после операции Алексей Глянцев и зарядку делает, и ходит, не чувствуя боли. Всю жизнь работал, как говорится, на ногах. Вот шутит мужчина, ноги и износились. Каждый шаг – боль. Просто сесть или наоборот встать из-за стола было настоящим испытанием. У меня нога не сгибалась. Тяжело ходить было, я сгибать, поднимать, разгибать было. Я уж много лет мучился. А теперь о боли можно забыть. Помогло эндопротезирование. Это операция по замене коленного или тазобедренного сустава на искусственный. Пациенты приходят сюда с костылями. Некоторые даже после наших операций, которые более, скажем так, активно уходят без костылей. Через 3 месяца о вашей проблеме вам напоминает только небольшой, еле заметный оставшийся рубчик. Такую же операцию сделали и Рафику Мулюкову из Нурлата. Травму ноги он получил еще в молодости. В последние годы, говорит, с трудом ходил. Узнал об операции, записался, и уже через 4 дня перезвонили и пригласили в РКБ. Вот сегодня он уже выписывается. Отлично, все сгибается. Думаем дальше. Вот записался на 2-ю ногу на операцию. Это хорошо выживет. То приеду я обратно на операцию. Здесь врачи отличные, молодцы. Все условия, все условия. В год в РКБ делают по 450 таких операций. Но из-за пандемии весной все плановые хирургические вмешательства приостановили. Но сейчас в больнице ждут всех, кому необходима такая операция. Если вовремя не оказать помощь, пациент может сесть в инвалидное кресло, предупреждают врачи. Очередь растягивается иногда на несколько лет. Сегодня мы готовы принимать пациентов уже вне очереди, потому что, понимая, что пандемия, так сказать, она пугает,
Эпидемия, она, так сказать, задерживает пациентов в оказании помощи, а вовремя оказанная помощь, она считается более результативной. Не нужно бояться и ковида, говорят врачи. В РКБ приняли все меры, чтобы защитить и медперсонал, и пациентов. У нас существует буферная зона, так называемый изолятор, предоперационная, так сказать, подготовка пациентов к госпитализации. И поэтому, собственно говоря, пациент, поступая в клинику, уже на следующий день получает высокотехнологическую помощь. В РКБ сегодня готовы принять всех, кому необходима операция по замене коленного или тазобедренного сустава вне очереди. Записаться можно по номеру, который вы видите на экране. Вероника Гайнудинова, Наиля Абдуллин, ТНВ, Казань. А у нас на этом все. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Сейчас правильно отдыхать у себя. Климат свой, родная среда, настоящий комфорт, все экологично. Все вопросы решат при мне лично. Медицина, бассейн, лечение подобрано. Здесь лучшие кадры персонала собраны. Телефон 386398. Здоровье и силы обратно привозит. Санатории компании «Татнефть». Курс на здоровье. Я офтальмохирург клиники «Эксклюзив Плюс» Рустем Тальдаев. Уже 20 лет я помогаю людям избавиться от катаракты. Офтальмология «Эксклюзив Плюс». 279 70 70. Родные места. Природа. Традиции. Весь ноябрь в автоцентре «Марка». Datsun от 378 900 рублей. Зимняя резина в подарок. Подробнее 4 пятерки, 3 семерки и на Чуйкова 54Б. Установка газового оборудования. ТПК МТЗ «Татарстан». Телефон в Елабуге 5 24 20. Обновленный Nissan Qashqai и X-Trail уже в наличии в автоцентре «Марка». Успейте взять первым с выгодой до 324 тысяч рублей. Звоните 4 пятерки, 3 единицы. Если ваше чадо скачивает и скачивает и скачивает из интернета, это говорит о много. 30 гигабайт за 240 рублей в месяц, и у вас тариф много интернета от оператора «Летай». Подключай, качай, летай. В студии София Егорова. Здравствуйте! О погоде поговорим после полезной информации. Создайте свою уникальную, продуманную до мелочей кухню вместе с Данил Мастер. 3D-проект кухни, доставка и установка в подарок. Звоните 2-167-166. Казань, Восстание, 23. Данил Мастер ценит каждого клиента. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника. Снова направляют на операцию. Что делать? В «Доктор Ост» вместо хирурга роботы помогают избавиться от грыжи без операции. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, вернуться к жизни без боли просто. Звоните сейчас. Торопитесь получить лечение на роботе по выгодной цене. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Бугульме, Баблаха и Азнакаево будет пасмурно, но температура повышенная – плюс 3-4 градуса. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге ожидаются дожди. Температура не изменится – плюс 5. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше небо в облаках, пройдут дожди. Возможен туман, днем до плюс 5. В Арске, Кукмаре и Балтаси облачно и не обойдется без осадков. В Болгаре, Дрожжином и Буинске под влиянием пасмурного циклона погода соответствующая – облачно и дожди. Плюс 5-6 градусов днем. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше умеренно тепло, но сыро, днем до плюс 6. Фильтр «Гейзер Макс» защищает от накипи в 6 раз дольше обычных фильтров для жесткой воды. В очищенной воде сохраняются природные минералы и полезные микроэлементы – кальций, магний и калий. Что, накипело? Да нет. Забудьте о накипи. «Гейзер Макс» работает в 6 раз дольше обычных фильтров. Наступили холода, но ваш котел не греет? Проблему решит газовый котел Митсуда. Тихий, безопасный, надежный, согреет ваш дом и сделает уютным. Действует рассрочка, а также замена устаревшего газового котла на новый. Котлы Митсуда от официального представителя в Республике Татарстан компании «Сервис Плюс». 8 800 201 0707.
Компания «Сервис Плюс», официальный дилер газовых котлов Мицуда по Республике Татарстан, представляет бесшумные, безопасные котлы с европейским дизайном и надежным сроком службы. Телефон 8 800 201 07 07. В Казани будет облачно, пройдут дожди. Ночью около 5 тепла, днем до плюс 6. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 86%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.